И пизда теперь на кучу. Чё, не спишь-то? Здравствуйте. Привет. Да какой спать-то? Время раннее Ну, да. пока что. Чё, как у вас на России там нормально все? Да когда ты здесь что было нормально? Да как, Путин, он с колен поднял, все было. Чего сейчас сразу, когда... Всегда было на Руси хорошо, богатым А вы с людям. Европы? Да, я с Германии. Ну, я почему-то так и думал, что вы с Германии. Давно Потому переехали? что у меня стоит там, наверное, значок Германия. Нет, Россия стоит. Да нет, у меня должна стоять, у тебя должна стоять Германия. Но это не важно, ладно. Я в Германии, в Гамбурге. Мгм. Слушай, ну чё, а ты в каком регионе живешь, в каком городе? От Москвы 400 километров к югу. К югу. Тула, что ли, или куда? Рязань? Липецк. 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 А, ясно. Это все рядом. Ну да, да, да. Слушай, и Рязань рядом у вас там? Да, Рязань рядом. Там 200 с копейками километров. Слушай, а тебе сколько лет? Ты молодой, мне кажется. 30. А, 30, наверное, кое-что помнить должен. В 99-м году в Рязани учения были. Что-нибудь слышал про это? Путин О, власть... не могу. Нет, я, наверное, не слышу. Я в школу тогда ходил еще. Ну, после этого еще обсуждалось. В 99-м году рязанские учения, там, сахар, там, все такое, рязанский сахар. Не слышал ничего? Нет. Ну а что интересно, чем это событие вам запомнилось? Ну, эти взрывы домов в 99-м были. В Рязани тоже хотели взорвать дом и, короче, поймали этих террористов с поличным. Я думал, может, А, это когда слышал. в Волгодонске теракт был или еще что-то в это время? Волгодонске, Буйнакске и два в Москве дома взорвали. Дома взрывали, помнишь, в 99-м? Путин как раз к власти Да, пришел на этой волне. припоминаю, было. Вот, я же, может, думаю, что-нибудь слышал. Ну, мне бы с рязанскими с кем-нибудь пообщаться. Так, как у вас вообще обстановка-то? Чего у вас там говорят? Как ситуация? Вроде кризис прошел, мне кажется. Сейчас уже ситуация у вас стабилизируется. Ну, сейчас, короче, как говорят, Байден, он, ну, он Россию ненавидит. Ну, Ну да, я недолюбливает, слышал. короче, он русских. Но Вот. он не русский, И он Россию. КГБ не любит. Русских он любит, КГБ не любит. Он же старый, этот совет, еще с советских времен КГБ ненавидит. Из-за этого Путина ненавидит. А Россию любит, говорят. Россию Ну, любит. не знаю, но говорят, возможно, да, теперь как бы в связи с тем, что наш старый этот, блядь, дед президент, КГБшник бывший, блядь, чекист, как его называют, Ну да. э, может быть, у него и к России в целом, к народу какая-то ненависть перешла. Может быть и нет, я могу ошибаться. Пока что еще ничего толком не известно. Он инаугурацию, по-моему, еще не прошел. Не было инаугурации же ведь Байдена. Не, в январе только будет. Да, как только станет, так он, наверное, уже начнет гайки заворачивать по-своему. Вот. Ну, говорят, что Россию задушат санкциями. Да как вас Вот. задушат? Это все бред, мне кажется. У вас самая большая страна, как вас задушат-то? Да у нас самая большая страна, это понятно. Блин, ну вы знаете, насколько дебилизм у нас здесь в стране какой творится? Вы просто не видите, не знаете вот все это изнутри. Да, может быть, вы это все откуда-то там из своих новостей узнаете про Россию, как у нас здесь все хорошо. У нас здесь в некоторых поселках нету газа, люди топятся дровами, Ну ладно, нету сказки канализации. рассказывать. Да вот как тебя зовут? Денис, Денис, ты мне сейчас сказки рассказываешь. Сюда, в Германию, проводится газопровод Северный поток-2, слышал, наверное, за счет только за счет России. Несколько там миллиардов долларов, евро он стоит.
Просто сейчас американцы санкции наложили. Ты хочешь мне сказать, за свой счет русские проводят? Ты хочешь сказать, что у вас там где-то в Липецке в деревнях нету газа, а сюда за несколько миллиардов проводят? Не надо мне сказки Да, рассказывать. Ну что ты рассказываешь? но я-то живу здесь, я все это знаю. Мы здесь сидим, мы здесь охуеваем. Не матерись, не Понимаете? матерись. Ну, Как ну я так? вам говорю, Ну, как, это, наверное, вот ну, так. может, где-то обрыв произошел газовый, там еще что-то. Нет, нет, Временно просто там не нету. лежат, там трубы не лежат вообще, в принципе. Ну, Их может, нету ни новая деревня воздушек. какая-нибудь сейчас открылась. Может, какой-нибудь там новый русский городок какой-нибудь открылся. Поэтому не Это провели. да, это все частно. Я вам сейчас скажу, как это происходит. Частник, в основном, как это бывает зачастую, какой-нибудь богатый москвич, у которого денег много, он хочет вложиться в недвижку. Мгм. Он покупает где-то в каком-нибудь регионе участок земли, там, допустим, 2 гектара. Это все межует на участке под ИЖС, возводит однотипные дома, по типу как у вас в Германии, например, в Да-да-да. каком-нибудь взять городе. Вот. Учитывает все это, и он эти дома продает. Естественно, да, все там коммуникации, оптоволокно, интернет подтянется туда. Уже и собственный там трансформатор будет стоять, там что, Ну, там не ну одна а что ты лампочка. говоришь нету тогда? Вот. Так а деревни тех, в которых сейчас живут бабушки, дедушки, старые деревни, где просто грунтовая дорога, поверьте, у нас таких очень много. Таких поселков у нас тьма тьмущая. Вот там до сих пор нету газа. А вы знаете, Сила Сибири, газовый поток такой? Конечно. Да-да. Так вот, Сила Сибири проходит через Сибирь, вот. В Китай, который Но идет. в Китай, который идет, да, но от нее ни один дом не запитан газом. Ни один дом. Это все идет на продажу. Китай занял первое место по экспорту леса. Хотя в Китае, в Конституции, по-моему, это прописано, что нельзя лес рубить. Откуда они его берут? Это все берется из России. И ты думаешь, Очень Путин, много. Путин этого не знает? Он все знает. А что Потому что тогда? это все делают его друзья. Его друзья. Вы Нашумевшая история была. Один блогер в чат-рулетке, вот так же, как мы с вами, ведет прямую трансляцию. Ну, может быть, он троллит, пранкует кого-то. И попалась одна девчонка, которая сидит и попивает винишко, и так вот по интерьеру, в котором она находится, ну, видно, что уровень жизни выше среднего у нее. Мгм. И она не знает то, что ведется запись стрима. Мгм. А она начала рассказывать то, что какой хороший у нас Путин, то, что он дает навороваться тем, кто к нему приближен. То есть, если бы это происходило бы при Советском Союзе, при Сталине, вот еще что, все, их бы расстреляли бы таких людей. У нас наш начальник таможенной службы одним только золотом нашли у него 18 килограммов. Чиновник. Начальник таможенной службы Российской Федерации. Ну, 18 18, килограмм золота в слитках. ну, И 18 это сколько-то еще миллиардов немного. рублей. А? Ну, 18 килограммов это еще не так уж и много. Мне бы на всю жизнь хватило бы, даже еще моим внукам бы осталось. Ну как вот так Подожди, происходит? подожди. Ты хочешь сказать, что Путин знает и ничего не делает, что вот так разграбляется страна там и Да, да, газа да, просто да. бабушки, дедушки. Ну подожди, ну что-то не складывается. Почему вы тогда вот сейчас на выборах за него проголосовали? Вот на Никто не послед... голосовал за него. Ну Никто ладно, за него выборы не же были. голосовал. Выборы были, все же Да. признали, наблюдатели приезжали, со всего мира наблюдатели были, никто не возражал, Ну, поздравили у него его. много. У него много денег, понимаете? Он регулирует. Он, по неофициальным данным, один из богатейших людей планеты. Вы просто вот, короче, известный американский боец без правил, он там как-то он переехал в Россию жить, по-моему, начал что-то там за людей, он увидел, какой уровень жизни в России. И его назначили мэром
какого-то города в Подмосковье. Ну, тут их Красногорск, Красноармейск, Краснознаменск, тут таких вот, ну, город вот Красно что-то там, Мгм, мгм. окончание менять. Вот. И он в интервью сказал, он говорит, Путин неприлично богатый президент, просто неприлично богатый президент. Хотя он сам, вот у него отличительная черта, короче, у этого бойца, он лысый, такая бородка, как у американского дальнобойщика. Вот такая вот у него идет. Мгм. И ломаные уши, как калачи, короче, такие круглые стали. Вот. Он это все это сказал. Я не знаю, где он сейчас есть, я его давным-давно не видел по телевизору. Да, он очень много помог, вот этот американец. Он думал, что у нас здесь в России все справедливо, что все делается по законам, по конституции, все права людей уважаются, соблюдаются, все у нас здесь хорошо. Но когда он в эту систему попал и понял, он, наверное, очень сильно разочаровался в нашей стране, в наших политиках, и, наверное, дал дёру обратно в Америку. Может быть, за свою жизнь начал переживать. Не знаю, но я его вот уже очень давно не видел нигде. По телевизору вообще, у нас по телевизору льют такую чушь, которую вот просто, ну это, я не знаю, ну это совсем не так. Это такую Слушай, тогда сказку людям в подожди. уши А заливают. смотри, если Путин такой плохой, а вроде он такой жесткий, ты говоришь, то если был бы Сталин, ты хочешь, чтобы был Сталин, правильно? Такой, как Да был Сталин. бы порядок. Ты Был бы хочешь, порядок. Ну, чтобы порядок был, правильно? да. Чтобы как Сталин человек пришел. Ну, это, ну, а Путин же, он же косит под Сталина, там, такой, ну, серьезный парень, там, но он убивает там Ничего он, направо-налево, там Украину он ничего он построил, не он Чечню косит. замерил, Грузию там отжал. Здесь в Европе тут такой, ну, и с ним считаются, его боятся здесь. Он да, может там у Он Навального наводит вот. внешнюю политику. Да, он наводит внешнюю политику. У него там это кое-как еще получается. Он помешан на оружии. Вот у него постоянная гонка вооружений. Денег в Роскосмос вбухиваются просто триллиарды рублей. Просто, когда Рогозин сказал про Илона Маска, что ну все, хана, там у него ничего не получится, а мы в ответ на американские санкции не будем там, я забыл, какая у нас там, который в космос пуляет, эта ракета доставляет на МКС, все. Все как бы типа с Роскосмос. Россией закупалось. На Да, у Роскосмоса. И ничего не получилось, короче, у наших. И у Илона Маска его вот Фалькон, или как у него там, он улетел, который многоразовый. Слушай, Ну, а то, что вот Крым присоединил, этим ты хоть доволен? а все деньги пошли туда. Не, ну это же ваши русские люди. А ты что хочешь? Все себе, что ли? Там русских мало. Нет, там русских мало. Поначалу они были довольны. Крымчане, которые там живут, они Мгм. были довольны тем, что они присоединились к составу Российской Федерации. Ну, Вот. Но, ты опять же, доволен? Ты доволен? сейчас, Это же исконно русские земли. Всегда были вашими землями. Незаконно ну, я отдали знаю, да, украинцам. это Он же Николай справедливость II, восстановил. да, все это, да. Ну, Ну, она и Аляска-то наша. ну, Аляску тоже заберет. Дай ему время чуть-чуть. Он сколько Все всего... деньги пойдут на Аляску. Да, Аляска, наоборот, богатая. Там, наоборот, там оттуда можно будет уже деньги качать. Но они пойдут не нам. Наша жизнь лучше от этого вообще не станет. Вот все, что делается, вы Ну, знаете, вот ты измеряешь просто все вот в материальном, а ты в духовном, в патриотичном замере. Ну, Крым-то, это ж прикинь, какая несправедливость была. 20, там сколько, 5 лет он находился в Украине. Люди хотели вернуться обратно. И Путин вернул ведь. Надо же признавать, ладно, плохо есть, но и хорошо же есть. я не вижу в этом ничего хорошего. Вот действительно. Ну, а ты, значит, за русских Было не у них переживаешь, там, которые там живут. там одни украинцы, которые считают себя украинцами. Ну, они же Там русские даже этнические. поджигали те машины, которые хозяева которых меняли, сдавали украинские номера и получали номера 82-го региона.
Ну, у нас же ведь все по регионам идет. Вот я в Липецке, у меня 48-й, Москва 799, Тамбов 68-й регион. Мгм, мгм. И вот таким вот способом по алфавиту и по цифрам все это А подбирается. 82-й это И Крым, да? да, 82 это Крым. Но думали, что они все согласятся получить российские номера. Нет, очень много людей просто поотказывались. А те, кто брал российские номера с крымским регионом, им машины просто поджигали ночью. Типа продажные. Сейчас в Крыму тоже очень много недовольных тем, что присоединил Путин. Их никто не спрашивал же ведь, по-моему, об этом. Просто он воспользовался моментом, Путин. Зачем ему этот Крым нужен вообще? Что с ним делать? Ну, как, там же стратегически важно, чтобы НАТО, базовская НАТО не стояла, база НАТО там не стояла. Ну, не будет она там стоять, будет она в Грузии какая-нибудь еще одна появится на границе с Россией. Или 5-10 их прям по всей границе вот так вот выстроят. И все. Ну, логика есть, конечно, в том, что ты говоришь. Ну, а как быть тогда? Ну, изберите другого себе тогда президента. Конституцию поменяли. Голосование было на пеньках, возле подъездов на лавочках. Это правильно, по-вашему? Да нет, ты, Выборы ты, ты, идут. мне кажется, преувеличиваешь чуть-чуть. Не может такого быть. Я не преувеличиваю. Как раз во время Ты пандемии. явно Все так антипутинец совпало у просто. них четко. Все у них так четко совпало. Сказали, будут выездные избирательные участки, Мгм. чтобы люди на избирательных участках, на таких, как, например, происходит, когда такие крупные голосования там на федеральном уровне, там школы, сельские советы, там дома культуры в каких-то крупных городах, все переделывается просто внутри, ставятся кабинки, комиссия сидит, видеокамеры, а это просто во дворе, где жилые дома стоят, детская площадка, просто сидят два человека. Вот у них один сидит с бланками, пачка бланков, подходит человек, второй сидит, записывает, кто явился на голосование. Понятно. Дает ему Все, бланк. Денис, объясни. Если такое ты видишь, почему ты не пойдешь, напишешь заявление, например. Здесь, например, в Германии сразу можно писать заявление в прокуратуру, полицию и все. О чем? То, что меня президент не устраивает? Нет, то, что вот незаконно, это же, ну, голосование, это же очень серьезное правонарушение, если это оно делается как-то незаконно. Идешь, пишешь заявление, и все. Так было по всей стране. Вот было Ну, это все все по всей написали стране. бы, все Денисы собрались бы и пошли бы написали бы. Терпят. Русские терпят. Росгвардия у нас тут лютует. У нас Росгвардии сейчас столько для подавления всех вот этих вот восстаний, Ну, ты которые меня просто пугаешь вот вообще. Я наоборот так хорошо о России слышу. Ты мне сейчас такие вещи все, Путин рассказываешь. изменился. Путин А изменился. когда изменился? Еще он, мы гордились им как президентом, да, как он когда только свои первые 2 срока э, Когда Чечню был, присоединил, там, замерил Чечню, убил там всех тоже очень террористов. много, да, опять же, Россия сейчас кормит всю Чечню. Грозный отстроили лучше, чем центр Москвы у нас. Мгм. Там все светится, там все такие дороги, блин, там все. Кадыров постоянно просит деньги у Путина на Чечню. Надо, мне деньги нужны на то, мне деньги нужны на это. Что бы он ни попросил, Но это русская земля, он... надо же кормить, а как по-другому? Кавказ это русская земля была, есть и еще лет 1000 Я будет. согласен. Ну, я согласен. Ну и Сталин, такие думаешь, же области, ну Сталин, правда, по-другому с такие ними же... поступил, не как Путин. Что еще раз? Сталин с этими чеченами по-другому поступил. Ну, Но я он вот их не помню, что в истории было. выслал, всех выслал. Всех чеченов выслал с Кавказа. И заселил русскими, а этот берет и кормит. Вот это мне тоже не нравится у него. Ну, вот же, да. У нас есть такие же регионы, в которых, ну, Орловская область, она Мгм. еще после Второй мировой войны не оправилась, после Великой Отечественной войны.
Мгм. Там я ездил к сестре на свадьбу, троюродной сестре. У них самая лучшая дорога, это как у меня в Липецке, где я живу, самая плохая. Вот у них там самая У хорошая. Они говорят, кого? вот сейчас хорошая дорога будет. В Грозном? Там все в ямах. Не, Орловская область, город Орел. А хорошая где, Орловская область. говоришь? Ну, я говорю, у нас они называют хорошую дорогу А, ту, ясно, ясно. которая в моем городе считается плохой. Вот уровень. Значит, в Орловской еще хуже получается. Да, там, А для чего там Путин вообще, там тогда этих СССР чеченов держит? остановился. Для чего ему они нужны, эти головорезы? Кому именно? Путину зачем эти головорезы нужны? Зачем их, как Я не Сталин, знаю например, вообще. не вырезать под корень? Всех женщин, детей, всех выслать к черту. Куда-нибудь в Сибирь отправить. Там много мест можно где осваивать. Пускай там осваивают. Зачем им столько денег? Я Для не чего, знаю. просто не могу понять. Ладно, Крым, Я там, тоже не там знаю, свои, там зачем. русские. Я не понимаю политики. Он постоянно всем помогает. Вот всем помогает. А Он почему прощает тогда газ долги. не проводят в Липецке бабушкам, дедушкам? Ну вот, О. а зачем? А он что, против русских, Лучше что ли? помочь. Лучше, да он, я не пойму вообще его, зачем он так делает. Тут вот купол Капитолия надо реставрировать. Все, денежку, короче, Путин выделяет. Капитолий, где он Какой находится? Капитолий? В Италии, в Риме. А, да, туда выделял? Не знаю, в Да, Капитолии? Не смотри. да. Потом собор Парижской Богоматери сгорел, когда Ну, сгорел, да, во Франции было такое. выделил Путин деньги на реставрацию. Не, Долги он же русский, прощает. Путин же русский, мне кажется. Сам он русский ведь, А? по-моему. Он же русский, Путин. Да. А Сталин был грузином, значит, Сталин был за русских, а этот русский против русских, получается, что ли? Да, ну, у нас просто, Может, я не вам знаю, как грузина сказать. избрать себе президента? Да это уже все. Он в Конституции, они когда хотели поменять Конституцию, они не говорили о том, что он будет пожизненно сидеть в парламенте после того, как он перестанет быть президентом. А, в Сенате, И да. Да. да, в Сенате. Ну, парламент, Сенат Мгм. у нас парламент. Вот. А, Мгм. И зачем ему нужна пожизненная неприкосновенность? Он будет, получается, Ну, он ходить. воевал везде, там, в Украине воевал, в Чечне воевал, там, где еще, в Грузии воевал. Там же, наверное, у него врагов много. Президент Ну, это такая... прикосновенности он будет вообще не Верховный суд, не Верховный там прокурор главный, никто его не сможет ни в чем не имеет права обвинять. У него пожизненная будет неприкосновенность, она у него уже есть, пожизненная. Все, к нему никаких вопросов быть уже не будет. Что бы он ни делал, зачем это нужно человеку? Он себе сам это сделал, он сам Слушай, ну я ж просто. поэтому и говорю, он сейчас уйдет, придет другой, можно какого-нибудь там грузина избрать, чтоб как Сталин, зачистил всех, все нормально, порядок навел, всех олигархов раскулачил. Он убирает сейчас тех, у кого рейтинг, кого народ поддерживает, он их убирает. Навального имеешь в виду? Навальный клоун. Он говорит там вещи нормально, он просто рассказывает правду о политиках, но президент с него вообще, блядь, как из меня, блядь, балерина. Мгм. А У не, из нас есть тебя, здесь может, люди балерина достойные. получится. Ну, это так, присказка такая у нас. Ах, все, Из понятно. него не получится президента, у него нет лидерских каких-то качеств, еще чего-то. Это не тот человек. Единственный человек, которого я вижу президентом Российской Федерации на данный момент, это Сергей Иванович Фургал. Это губернатор Хабаровского края. А, Хабаровский край которого, самый большой, да, которого поддерживают. которого, которого Путин взял и посадил в тюрьму А за за то, что? что якобы 15 лет назад он кого-то там
убивал, когда у него там что-то там бизнес был, не А бизнес, может вот, убивал? типа, ну, он нанимал каких-то там киллеров, ну, заказывал, короче, убийства, вот. Он сидит уже, блин, ну, с июня месяца, наверное, а может быть даже и с мая, вот, в тюрьме, в СИЗО в Москве, вот. И ему обвинение. Во-первых, срок истечения давности. 15 лет прошло уже. Там, по-моему, десятка это максимум. Все. 10 лет прошло, человека, потому что он раньше был подозреваемым или еще, уже все, нельзя уже дальше заново это дело Даже уголовное если открывать, убивал, ты имеешь заводить. в виду, да? Да, все. Даже если прийти и сказать, вот там, ну, против него было там что-то, какие-то там тяжбы судебные, да, но его не смогли, против него никаких улик. Может быть, там состав преступления, может быть, не смогло следствие доказать чего-то. А сейчас он вообще не от Единой России, не от вот этой партии, с которой Путин, он от Либерально-демократической партии России. От Его ЛДПР, выбрал что ли? народ, а? Жириновского? От ЛДПР, что ли? Да, Фургал из ЛДПР. Да Жириновский же это ж конченый мерзавец. Это тот же еще тот же самый клоун, и пусть он им также и остается. Он просто веселит страну. Вот и все. Ну а Фургал из его У него команды уже тогда. маразм, но, да, но в его команде есть Фургал, который, когда стал губернатором Хабаровского края, сразу же э, всем чиновникам пополам урезал зарплату или до какого-то там порога до определенного. Грубо говоря, ты чиновник, ты там занимаешься тем-то, тем-то, зачем тебе зарплата 200 тысяч рублей? Тебе Мгм. хватит и 50. Себе как губернатору он тоже точно так же сделал. Он А убавил почему не зарплату. выйти тогда? Когда Фургала посадили, Слушай, Денис, почему не выйти тогда и не потребовать, чтобы его выпустили Фургала? Подумаешь, так убивал. Хабаровск уже четвертый месяц люди выходят на митинги. Единственное, почему они выходят четвертый месяц, потому что там нет Росгвардии, как здесь в Москве. В Москве здесь за час 10 тысяч человек, если выйдет, Росгвардия вся придет, приедут в это место, всех разгонят и все. Там в Хабаровске такого нету. Там даже менты, полицейские, ППСники, там еще кто-то, они не трогают людей. Да, пьяных, кто начинает там орать, дебоширить, да, они забирают. За нарушение общественного порядка. Не за то, что вышел человек в поддержку губернатора. Его избрал народ, и его весь Хабаровский край за А него практически губернатора вроде проголосовал. же Путин назначает. Этого как раз-таки Фургала народ избирал. Да, ну сперва предлагает Путина и утверждает Путин. Ну, вот так вот произошло. Я вот это вот Может, что-то не вдаваться в эти поделили подробности просто. не буду. С одной конторы же не все. Бабки же вместе пилят. И что Ну, такое вот, видите, зарплату как урезал? Фургал урезал зарплату. Да они чиновники разве на зарплату живут? Они же на взятки живут. ну, на взятки, кто как может, да, тут так и крутится, вертится. Но, опять же, вот такая вот ситуация. Что ты видишь? Народ в Выход какой Хабаровске, ты видишь? Выход какой? Сталина? Жесткую руку и расстрелы начать. Правильно? да, А если очень ты много зажравшихся, А если ты очень попадешь под много зажрав. раздачу, и тебя могут расстрелять, не боишься? Нет, я не попаду под раздачу. Почему? Ну, вдруг на завтра А на почему не должность попаду? назначат какую-нибудь. Удачно женишься, или там еще что-нибудь, подружишься с кем-нибудь. Выйдешь на должность, и раз хапнул, и расстреляли. Я не думаю, что так произойдет в моей жизни, что куда-то я там пробьюсь или еще что-то. Если бы было бы, то я бы уже, может быть, давно и пробился. Но поверьте, тут есть такие люди, которые просто воруют и не краснеют, не наглеют. Вагонами, да, воруют. Слушай, а на самом Да, деле, а дальше как быть? Ну, Путин будет доживать свой срок, правильно? Пока не умрет, будет у власти. получается так. М, Вас давят санкциями.
Или у вас все нормально? Я слышал, все нормально. Кризис прошли, вроде доллар, рубль стабилизировались, они уже так не скачут. Цены на жилье, на автомобили, все наладилось, и как бы все нормально. Пришел Байден, конечно, но это уже, ну, можно ж просто не общаться с Америкой, и все. Ну, Ну что от все Америки, к айфонов доллару. не будет у вас. Ну там кино ихнего не будет, и все. Ну и чего? На Самсунгах побудете, на китайских, на Huawei побудете, на телефонах. Какая проблема? Ну, я не знаю, что это как будет, какие все эти санкции, что будет дальше. У тебя какое Но образование? у меня среднеспециальное и неполное высшее. Работаешь кем? Я водитель. Водитель? А какая зарплата, если не секрет? Ну, в евро вам сказать. Ну да, в евро. Мне Давайте я вам в евро. удобнее будет. Ну, где-то 500-550 евро в месяц. Сколько у вас сейчас евро стоит? 90 с чем-то рублей. 90. Ну где-то ты 50 тысяч получаешь. Бывает меньше. Ну нормально. Для России-то, для Липецка нормально, мне кажется. Ну, да. 50 тысяч-то. Нормально. Ну а что ты жалуешься? Тут Ну, я думал, ты там получаешь 100 евро. Сиди тут. 100 евро, я вам сейчас скажу. Ну У 9 нас есть тысяч. такие зарплаты. 9-10 Да, у нас тысяч. есть такие. Да, у нас прожиточный минимум, МРОТ, ну, он же и минимальный размер оплаты труда, который назначен этими же депутатами, которых зарплата 400 тысяч рублей в месяц. У Вот, депутатов 400 тысяч. да, у Да, депутата не... 400-450 тысяч рублей в месяц зарплата, официально. Ну еще воровать можно. Да, да, нормально. Да, все что угодно. Кому что А нравится, сам не пробовал в кому мало чиновники этих... пойти? А? В чиновники пойти сам не пробовал? Ну, Для нафиг пробиться мне это куда-нибудь, надо. поставить цель, идти в эти чиновники, там, ну, с малого начать, где-нибудь в районе, в администрации где-нибудь, потом подняться потихонечку. Не Нет, пустят? мне это не надо. Абсолютно мне это не надо. Если же начать гнуть какую-то свою линию, то будет то же самое, как и с Фургалом. Посадят, Что-то да найдут. Либо посадят, либо пристрелят. либо еще какая-нибудь подстава будет, и не увидишь ты никого. Да, очень долго, может быть, там ни жену, ни ребенка, ни родителей не увидишь. Так Слушай, что, Денис, а тогда еще вопрос. Как ситуация с пандемией, с коронавирусом? У нас здесь вообще комендантский час вводят. Ну, в Германии еще нет, но в некоторых странах Европы ввели комендантский час. Большие штрафы. 250 евро, например, могут тебя оштрафовать, если ты без маски. Ну и так далее. Как у вас ситуация? Или все бред это? просто входим в масках, И все? да, А люди гибнут? Смертность есть? да, да, Сильная? Большая? больше, чем весной. Больше, чем весной. Весной ведь очень много погибло людей. Ты не болел? Сейчас уже, я не знаю, я прилетел, я работал далеко, и как вышло. Может быть, я на себе перенес, так что я не заметил, Ну потому тебе что, может 30, быть, да, лет? иммунитет. Тебе 30 лет. Да, Ну ты молодой еще. да, вот как что произошло. Я прилетел в Москву. С Москвы тут я был в масках, в перчатках, все по пропускам все было по электронным, все перемещения, потому что если остановят, там штраф очень большой. Я себе пропуск оформлял для передвижения по Москве. Меня спросили по телефону, откуда я, куда, зачем, почему. Вот. Я думал, будет какой-нибудь, может быть, отказ. Да нет. Кто бы ни позвонил, всем разрешали.
всем выдавали пропуска. Мгм. Тогда смысл был вот этих пропусков. Я не Формальность понимаю. просто, да? Какая-то формальность. Может быть, хотели посмотреть как эксперимент, как на это народ отреагирует. А может, чтобы Ты- побольше стариков умерло, чтобы пенсии не платить? Ну, это все к этому и есть. У меня родители болели. И мать, и отец. Они переболели. Мгм. Ну, слава богу. Он поражает легкие, там, если, как сказать, если вовремя не начать лечить, то Лечения летальный ж, исход лечения ж нет от него. почему есть? Этот коронавирус, он просто поражает легкие. Мгм. Понижается кислород, уровень кислорода в крови. Мгм. Все, начинается кислородное голодание, в первую очередь головного мозга, и потом уже все какие там сердце, печень, вот. И легкие поражаются, и там у кого-то там, я знаю, умер человек, потому что у него 80% легких было поражено, то есть 20% было рабочей, вот. А все остальные 80% они не усваивали из воздуха кислород и не насыщали им кровь. Получается просто пневмония в лютой, в сильной форме. Вот Мгм. так этот коронавирус и работает. Моим родителям сразу все, как только у них это началось, а, я позвонил другу, у меня друг в Москве, в очень хорошей здесь клинике, в научно-исследовательском институте. Их сразу перепрофилировали. Он врач-кардиолог, он делает закрытые операции на сердце. Вот. Их перепрофилировали вот как раз таки для лечения коронавирусников, кто болен коронавирусом. Я ему позвонил, описал все симптомы, какие у первой мама заболела. Вот. Я описал все симптомы, он мне сказал, да, это коронавирус. Вот. Он говорит, нужно лечить, нужно следить за уровнем кислорода в крови. Ей когда делали, там норма 92, вот, это нормально. 92 балла там, я даже не знаю как. Ну, просто на палец такая штучка одевается, и к ней провод подключен. И она показывает, как это происходит, я не знаю. И она показывает, сколько кислорода в крови. У нее было 86. Я ему позвонил и эти цифры назвал. Я говорю, Дима, так и так. Я говорю, 86. Это как? Он говорит, будет 85, кислородную маску надо ставить. Иначе, говорит, начнется кислородное голодание. Вот. Мама переболела, и потом Без отец. осложнений? Без осложнений все нормально? Да, оно нормально все. Вот. Потом отец заболел. Ну, у отца отец не так сильно болел, как Курит мать. Не отец? так сильно переносил. Отец курит? А? Отец курит? Нет, Не нет. курит. Ни мать, ни отец не курят. Мгм. Вот. Я с ними контактировал, но Значит, я ты не переболел заболел. У уже, меня не наверное. было ни... Я, может Я. быть, просто перенес, и там, и там он иммунитетом как-то я его там убил в себе, этот коронавирус. Я даже понятия не имею, как это произошло, но у меня ничего такого не было. Да у меня еще тогда тебе вопрос по поводу Армении тогда. Наболевшая тема. Что там с Арменией? Вы там помогаете Армении, да? Что там? Что говорят в России по этому поводу? Блин, я вот это вот давно я уже новости не читал по поводу Армении, но там что-то они вроде бы уже все как бы, Ну, сейчас ну, мир вроде мировую. наступил, да-да. Ну, я не знаю, вирус не вирус, но бомбить-то можно ракетами, там еще что-то скидывать. Но я, Ну, честно сказать, просто за армян. Потому что они такие же православные, как и русские. ну, надо отправлять Вот. войска тогда туда, а что делать? Ну, что-то там Путин хотел сделать, я, честно сказать, уже... Что-то я не придал этому значения. Вот. Но я не помню, что он хотел сделать. Мгм. Ну, ясно. А как вообще думаешь, вот ситуация будет развиваться? Вы там
будете закрываться от мира. Я бы хотел бы, чтобы Россия была открытая, конечно, но мне тут рассказывают, что надо закрыться, и Россия закроется и ни с кем не будет общаться из-за Байдена этого. Нет, все будет так же. Внешняя политика будет так же работать, как и при Трампе. Ничего, никто не будет закрываться. Ну, это хорошо. Можно будет приехать. Ну, сейчас, конечно, из-за карантина пока плохо ездить. Не очень удобно. Потом можно будет. Ну, вас могут просто через границу наши не пропустить. Ну да, я об этом И и говорю. все. Или на карантин на 2 недели. Да, либо на 2 недели на карантин. Ну да. Ну да. Ну, ты меня, конечно, расстроил. Я думал, в России получше дела, конечно, сейчас все получше там думал. Да нет, все на самом деле не так, как вам СМИ вещают, как кто-то говорит. Я телевизор, новости вообще уже давно не смотрю. У нас Телевизор, в одна семья принципе, я уже, немецкая наверное... уехала в Россию жить. А? Немецкая семья уехала в Россию жить. Угу. С детьми, несколько И чё? детей. Ну, они хотят там свое хозяйство, там, фермерство там начать. Уехали, не знаю, какой регион, но уехали. Пока вроде не возвращались. Не знаю, как у них что, жизнь сложилась. Но Короче, мы не ноем, вы понимаете? Может быть, вы думаете, что мы такие здесь в России нытики, и что мы здесь ничего не хотим делать, и там не стремимся к тому, чтобы власть поменять или еще что-то там, да, или просто сидим, не работаем, ждем подачек от государства. Это не так. Здесь очень много людей таких, кто хочет своими силами изменить жизнь к лучшему. Вот. Но постоянно какие-то палки в колеса втыкаются. Вот. ну Ну, да. как-то так. Вот Короче, если нужна что-то сильная начать, рука, правильно? Сильная рука нужна. да. Если кто-то начинает подниматься, то его просто-напросто задушат. Или прям вот как это в России говорят, отожмут этот бизнес. Кто-то под Нет, себя этот бизнес подомнет. ну, это значит уже есть, значит, сильная рука. Власть же отбирает. Куда сильнее это? Ну, кто-то кто-то, да, из этих. Вот хозяина сети Магнит, он в своем городе, короче, за свой счет там огромный стадион отбабахал, спортивный комплекс в своем же городе. Мгм. Вот, чтобы дети занимались спортом, чтобы и там, ну, юноши, там, взрослые люди, да, ну, приобщал людей к спорту. Мгм. У него эту сеть отжали. Вот, все. Теперь там другой хозяин. Просто взяли и сказали, блядь, отдай. По-хорошему. Ну Или пусть. будет хуже. Ну, я не могу понять, значит, сильная рука, значит, у любого этого нуариша или богатого олигарха можно отобрать, значит, власть есть. Правильно? Не бандиты же отбирают, а власть отбирает. Ну да. А Ну, это и есть бандиты. ну, значит, тогда, ну, а куда сильнее тогда-то? Ты что хочешь, чтобы что? Чтобы коррупции не было, взяток не было? Да это все будет. Ну, это, конечно, хочется, да. Чтобы все было по-нормальному. Но это все будет. Было, есть и будет. Можете Понятно. поспрашивать сейчас у других людей. Я думаю, они вам скажут приблизительно то же самое. А как в Может быть, кто-то Европе, скажет нет. демократию, и выборы честные там, чтобы, там, например, каждый имел право там, выбрать себе достойного, настоящего, честно выбрать себе какого-нибудь там главу или президента.
Об этом не думаешь? Конечно, думаю. А что сделать? Я поставлю галочку за того, за кого я хочу, чтобы он был президентом. Еще кто-то поставит, еще кто-то поставит. А просто потом увидят, что, блин, нахрена себе, да тут как-то это, результаты-то не сходятся. Нужно, чтобы президентом был Путин также опять. И он им и Ну, а останется. тогда надо, как в Украине, выйти на митинг и простоять 2 недели, и все, власть сменится. А вот поэтому у нас для этого и создана Росгвардия. Ее же Путин создал, Ну, чтобы вот такие митинги против власти подавлять. А у нас в Конституции черным по белому прописано, что граждане Российской Федерации имеют право собираться на мирные митинги. ну, А у мирно нас выйти, только собрались. миллион человек, мирно выйти на Красную площадь, простоять 2 недели, месяц, 2 месяца, и все. В Беларуси видели, что происходит? Ну, они не стоят, они расходятся. Надо выйти и стоять. Стреляют, вот как в Так их Украине. разгоняют, их силовики разгоняют. Там вы просто очень много видеозаписей не видели. И вот в Телеграме есть канал Nexta называется. Я видел, я Там видел. просто люди снимают там с третьего этажа, как сидит парень с девушкой на лавочке. Где-то там проходит митинг, который их не касается. Идут силовики и начинают вот этих вот парня с девушкой втаптывать в землю, подъезжает автозак, садят их в автозак и увозят. И все, и ничего не сделаешь. Вот произвол власти, вот чиновничий произвол. Так же оно и здесь будет. Все это все прекрасно понимают. Тут, если только делать, чтобы власть поменялась, я не знаю, но это кардинальные меры какие-то, и Ну, либо может, ждать, пока как действительно... на Кавказе, оружие в руки, пошел. Ну, тут таких смельчаков не так уж и много, чтобы взяться за оружие Чего? Ну, чеченцев и попросите, куда-то... чтобы они вам помогли. А чеченцам, наоборот, при Путине очень хорошо живется. Я же говорил. Ну, они же воевали, ты думаешь, это из-за хорошей жизни они воевали? Ну, а теперь им зачем воевать? Если Путин им деньги дает, они живут в шоколаде, лучше, чем Россия остальная. Ты думаешь, там все живут Зачем им хорошо? идти, зачем им кусать ту руку, которая их кормит? А ты думаешь, там все живет? Это ж Кадыров только хорошо живет. Нет, там вся Чечня хорошо живет. Что там, пенсии побольше, чем в России, что ли? Путин простил долг в 9 миллиардов рублей за газ, долг Чечне. Он им поставлял газ в Чечню. Вот гад. Они вышли и сказали, у нас нет денег платить. И Вот он сказал, гад. все, окей, мы вам, чечены, вышли. Сказали, у нас нет денег платить за газ. Все, Ненавижу он говорит, чеченов. ну, хорошо. Когда вы Путина спросили, а почему вы простили долг Чечне за газ в 9 миллиардов рублей, Угу. И он что ответил, сказал? ну, чтобы не было народного восстания. То Значит, есть вам он, тоже надо получается, восстать тогда? побаивается. Значит, вам тоже Ну, надо он восстать? чеченов побаивается. Нет, тогда вам тоже надо восстать тогда, и вам тогда простит. Здесь совсем другое. Чего, не Я опять хватает, же да? говорю, Душка не здесь хватает. только начать. Ну, душка не хватает здесь у многих, да. Кто-то сыкует за то, что получит дубинкой по голове. Или там в тюрьму закроют. Тут Да. очень много факторов. Ну их Кто-то ведь тоже живет убивали, так, они же тоже не дрались и обращая... убивали. За это можно их уважать хоть. Вот ненавижу их, но все, ну дрались ведь. Ну вот. Ну да. Ну вообще, а если Кадырова президентом сделать? Я не знаю, что будет, какой будет исход. А наверное так и будет. Путин ему передаст власть, и он будет президентом России.
Я даже не знаю. А что, я думаю, ну тогда-то русские хоть восстанут, если Кадырова президентом. Или не Фиг восстанут. его знает. Хотя он-то Я не резать знаю. головы научился. Говорят, в 16 лет он первого русского своего убил. В 16 лет. Может, да, может быть, еще хуже станет, если он в свое время русских Ну как Сталин. Ну резал. прикинь, вот как и получится. Сталин грузин, это тоже с Кавказа. И тоже такой же беспощадный будет. И все наведет порядок. Вот и выход. Но мне кажется, так не будет. Почему нет? Будут везде сидеть на всех хлебных денежных местах чечены. Да они уже там сидят, везде. А русские сделают так, что они здесь русских в нашей же стране, на нашей же земле, они загнобят. Ну, И рабство будет, будет. Рабство. будет типа рабства, да. Да. Что самая Как при работа, Сталине. которую будет выполнять русские, это какая-нибудь самая черновая. Класть дороги, подметать тротуары и тому подобное. Больше ничего никому не допустят. Чего так много тротуаров? Русских-то 140 миллионов, 100 миллионов, 120. Ну, найдется что-нибудь. Что-нибудь да придумают. Кого-нибудь отправят лес валить, кого-нибудь отправят на прииски золото добывать, алмазы, нефть. Вот этого я боюсь на Раз- самом деле. Если чечены власть захватят в России, вот это будет. Они отомстят за все, что раньше с ними делали. Припомнят все. Им, Они конечно, выжмут нельзя все власть. соки. Власть им нельзя давать ни в Они, коем случае. да, они выжмут все соки. Да-да, и еще какие жестокие они. А тем более к русским они будут очень жестокими. Конечно. Да, зверье самое настоящее. Да? Да. Ну вот Путин загнал ситуацию и сам не делает ничего. И еще теперь, если заместо него вот эти придут черные, вообще беда будет. Будет беда. Но я не думаю, что так произойдет. Ну а вдруг? Ну ладно, Денис, пойду тогда, пойду спать пора уже. Короче, расстроил ты меня, конечно. Буду думать, буду думать. А что тут думать? Держись, крепись, не болей. Держись. Все будет, как говорится, хорошо. Все будет замечательно. Да, надеемся, что у нас в будущем Да хотя сейчас бы сирийцев наши дети. добьете, Украину дожмете, и все нормально будет. И чечены будут делать то, что нужно, и все нормально. Думаю, хорошо все будет. Да пусть уже хотя бы не нам, мы-то уже привыкли, но чтобы дети наши жили нормально. Я вот смотрю, у меня сын 3 года. Мгм. Я думаю, неужели мой сын будет так же в таких же условиях, в такой же стране, блядь, в беспорядке в этом жить? Ну, это не житуха. Очень много людей, я вот в такая соцсеть, где, ну, со всех уголков страны люди пишут там в сообществах, там, кто куда переехал жить из России. Вот. Ну и один человек пишет, как он уехал жить в Канаду. И он говорит, я себя, говорит, чувствую человеком. Вы, говорит, не понимаете. Говорит, ребята, бегите, говорит, оттуда. Лучше у вас, говорит, в России жизнь не станет. В любом случае. Говорит. Я, говорит, здесь работаю, говорит. У меня, говорит, постоянные выходные. Зарплату мне, говорит, платят. У меня, говорит, не то, чтобы, говорит, там купить, пожрать, заплатить за коммуналку. И все, как в России платится. Здесь я, говорит, каждые выходные, говорит, я куда-нибудь езжу отдыхать с семьей. Каждые выходные. Мы, говорит, живем в достатке. Ну да, вот здесь Вообще, хорошо, и в вот это вот, Канаде, и в Германии очень хорошо, в Америке. Ну что поделаешь, Денис, ну Россия, она духовная, понимаешь, где там главное не деньги, не материальное главное духовное. Вот а духовная традиция, духовные истории у русских, они очень древние,
И они очень ценные, их нужно сохранить. Не продаваться вот на именно вот все мерить деньгами, там, колбасой или мясом. Нет, ну ничего страшного. Ну, на фоне Единственное, таких что мне не проблем устраивает, что вот внутренних, это надо. все уйдет на последний план. Все вот эти традиции и всякое такое. Люди уже будут думать о другом, как прожить на эту зарплату целый месяц. И как что-то для себя сделать в этой жизни самому себе получше. Как крутиться и такое. А это уже, да, оно будет все это соблюдаться, все эти какие-то там традиции, что-то там, понятие о том, что мы русские, то, что там гордость за свою национальность, за Ну, свою ну. нацию, за свой народ русский. Да, это все, конечно, есть. Вот. Но в первую очередь каждый думать будет о себе, о том, как бы самому с голоду не сдохнуть. Ну ладно, с голоду как вы И сдохнете? У вас самая большая страна, у вас земли больше, чем посеял, все. Зерно будет, кукуруза будет, там, картошка будет, капуста будет, все есть, что нужно. Он, да просто ходить в лес, ну ягоды опять же, собирать. Валежник можно собирать. Ну, нормально, грибы можешь собирать. Да с голоду как умрешь? Океаны, сколько океанов омывает Россию, сколько морей, лесов и рек. Ты о чем говоришь? Нет, с голода вы ну и умирать не что? будете. Нет, в этом вообще, да, конечно, коррупция это очень плохо, конечно. Но вот с этим надо бороться. Вот я думаю, я, конечно, не хотел бы, но если другого выбора нет, то можно бы Кадырова назначить как вместо Сталина, и вот он бы быстро навел бы порядок. Быстро всех расстрелял бы этих коррупционеров, и все, и было бы отлично. А Путин такой, как бы, ну, в Сенате у себя сидел бы там, и все. Кадыров бы Путина слушал просто, да и все, под его дудку плясал бы. Был бы второй такой же Путин. Вот и все. Это Не, ну просто да, он напросто надо Путин-то Путина умрет, вообще Путин с корнем. постарее. Путин постарее, Кадыров моложе. А Путин умрет, Кадыров займет пост президента. И все, и порядок быстро наведет, и быстренько всех коррупционеров к ногтю отберет все их активы, раздаст людям или там государству, в бюджет, там все это. Чтобы пенсии были. Ну, как раз Да, пенсионеры вымрут, им много кому раздавать не придется. Вам больше достанется, молодым. да, Нет? это все сказки, в Сказки? которые хочется верить, но такого не будет. Ну, Это уже вымирают заведено. старики. Старики вымирают? Вымирают. Значит, пенсии платить не надо. Это все в бюджете остается, правильно? Правильно. Да, да. Ну, это же не А бюджет сказки. этот оседает, а бюджет этот оседает. То, что человек работал всю жизнь и не дожил до пенсии одного месяца и умер, куда эти деньги уходят? В бюджет. Кому-то, ну, в бюджет. А куда эти бюджетные деньги уходят? Где? Не знаю, Ну, не что знаю. можно вот сделать? Ну, если у нас в России как происходит? В общем, э, если ты нашел на своей земле клад, Угу, то это государственный. угу, Это принадлежит государству. Если на твоей земле растет конопля, угу. то она твоя, и ты за нее сядешь. Ну, Если, это ты этого Петросяна сейчас мне рассказываешь. ну это так и есть у нас вообще. Да, Ну, это это Петросян. везде так Вот. есть. Это везде так есть. Если у человека был кредит, Угу, грубо говоря, там, да, и он его платил, и потом умер. Ну, угу, он получал пенсию, да, пожилой человек, угу, э, эти, там, из пенсии выплачивал кредит какой-то, вот, ну, грубо говоря, кредит на 5 лет, а человек на пенсии пожил 2 года. угу, Понятное дело, что он за 2 года не успел эти деньги из пенсионного фонда, который он туда всю жизнь вкладывал, угу. все на себя взять. Ну, ему не Потратил. выплатили столько. Вот. Получается как? Находятся ближайшие родственники, и вот этот же кредит, как и наследство какое-то,
переходит на детей, либо на внуков, ну, смотря кто что. Там уже смотрят сами. А деньги из пенсионного фонда государство оставляет себе. Мгм. Но так как этот человек, грубо говоря, умер, да, а в пенсионном фонде осталась та часть его пенсионных накоплений в течение всей жизни, которую он государству перечисляли, Мгм. другому пенсионеру не добавится ни рубля за то, что как бы, где-то убыло, значит, должно где-то Не, ну прибыть. надо же оружие Правильно, как закупать, говорится? нужно, ракеты нужно делать. Ну, все же хотят забрать Россию. Это тоже ж правда. Все хотят захватить Россию. Там у вас много недр, много чего есть. И, ну, нужно защищаться. Ну, извини, так страны так все делают. Оружие, армия, все это надо содержать. Модернизировать, новое создавать. Как Старое там содержать? Да, утилизировать. я-то ведь работаю. У нас работающего населения в России тоже предостаточно. У нас, помимо того, что работает Короче, ты Путиным человек, доволен платит или нет, налог. скажи мне, ты Путиным доволен? Нет, я уже давным-давно им недоволен. Лет, лет 8 это точно. Еще до Крыма, что ли? Я за... Где-то, наверное, да. А вот взрывы домов в Как вот он... 99-м, вот этот момент мне интересен. Взрывы домов, когда он в 99-м к власти приходил. Взрывы, это как ты к этому относишься? Это все же ведь... Это ж ФСБ, это все не говорят, просто. делало. Говорили ФСБ. Посмотрите, посмотрите, блин, какая же это... Да, может быть, вам и две части понравятся. Я не помню, в какой из частей. Фильм называется «Дух времени». Первая часть и «Дух времени 2». Мгм. Проект Венера. Я забыл, как его зовут, этого мужичка. Он француз, по-моему, или американец. Я забыл. Американец, по-моему. Вот. Но он мне очень нравится. Он очень клевые вещи излагал. Я вот смотрел. Мгм. И он все рассказывает о долларе. Он все рассказывает о религии, всю правду. На чем все религии на чем построены. Все вот эти все схождения, и думаешь, сидишь и думаешь, блин, действительно, может быть, да, оно так и есть. Про все войны он говорил, про все теракты он говорил. Что это, кем и для чего все это делается. Все делается ради одного. Помимо религии, и религия тоже. Все делается ради одного. Ради денег. Посмотрите, «Дух времени», проект Венера. Мгм. Первую и вторую часть. Первая она не такая, а вот во второй он уже, да, там, наверное, когда его запретили для показа в Америке, потому что там очень много правды на самом деле. О том, как Америка себе внутренний госдолг сделала, как это произошло, с каких-то веков тянулось там. Там, как доллар появился, у них там валюта пошла. Вот. Там, на самом деле, он очень хорошие вещи говорит. И действительно, я очень много понял, исходя из этого фильма. Слушай, Смысл Денис, там великий. у меня еще один вопрос тогда, последний вопрос, пойду тоже спать уже. Есть такое выражение «русские люди», да? Русский человек, русские люди. Слышал такое выражение. Ну, Почему вот на американцев или на других русские люди не говорят, а только вот в отношении себя говорят? Ну, а что например, именно? украинские люди не говорят, там, чеченские люди, армянские люди, а русские люди говорят. А что именно говорят, я просто суть не могу уловить. Ну смотри, и выражение «русский человек». Слышал такое выражение? Это же русский А, человек. Или русские люди. А вот армянский человек или армянские люди, хотя они православные, за них почему-то не говорят. Ну ладно, там оставим других. я понял. То есть, как бы постоянно русские чаще всех употребляют вот этот вот, Да, вот это выражение «люди», «человек» про себя, да, а про других выражение. нет. Почему так? Ну, потому что, как бы, я не знаю, это на духовном уровне. Я вам могу сейчас сказать, как я это понимаю. Вот. Мгм. Как говорят, мы же русские люди, мы должны друг другу помогать и выручать. Да, да, да. Это то есть,
гордость, то, что русский, это гордость за нацию, Это понятно, за это вот эту понятно. А почему про армян, например, также не говорят? Ну, русские говорят про многие нации, но только в своем контексте постоянно. А что это значит? Что ты имеешь в виду? Ну, то есть скрытый смысл, вот, когда говорят, ну, это же армяне. Ну, То армянские есть люди же не говорят, сарказм, какой-то сарказм может быть. хачик могут Там, ну, знаете, сказать. там, ну, хачик это как сказать, хач это крест переводится. Ну, хачики их так называют, но это для них обзывательство. Как, грубо говоря, черножопым назвать. Ну Что-то да, типа тоже того. так говорят. Или Да. чуркой. Ну, или чуркой, да. Вот. Ну, вот говорят, ну, русские люди. Ну, сила в этом есть какая-то, когда говорят эту фразу, в этом есть сила. Просто вот Ну, понятно, что есть. А почему про русские, других так не говорят? Про себя говорят русские люди, а армянские люди или грузинские люди, немецкие люди не говорят. Почему про других так не говорят? исторически, почему-то так исторически сложилось. Ну, ясно. Я Ну, вот не ладно, знаю, как Денис. вот я это все понимаю, блин, но как бы мне это все коротко вам сформулировать. Не надо коротко. Ладно, пойду спать. Давай, короче. Приятно было пообщаться. Держись, не болей. Все будет хорошо. И, как говорится, все будет Ичкерия. Пока. Да. Так, что можно сказать по этому поводу? Человек недоволен Путиным за то, что он не расстреливает. Был бы он чиновником, он бы тоже воровал, он это не отрицает. В принципе, просто он знает, что он никогда не светит ему быть чиновником. А, Чеченов, как обычно, они не любят. Ну, в принципе, что тут добавлять? Просто можно... Это среднестатистический россиянин, русский человек. И их отношение к людям, и отношение к окружающим, и отношение к закону, к праву, это вот приблизительно такой. Это самый, ну, такой среднестатистический, не самый плохой человек, не самый хороший. А делать выводы вам. Все будет Ичкерия. Все, всего хорошего.